Еще одна громкая тема последнего времени. Очередное заседание по делу остинских военнослужащих Арсена Сланова и Зелима Албегова сегодня завершилось во Владикавказском гарнизонном суде. Все свидетели опрошены. Сторона обвинения требует для молодых людей условные сроки. Уже завтра судья должен вынести окончательный приговор. Подробности из зала суда у Карины Гигалаевой. 2 часа дня перед гарнизонным военным судом неспокойно. Общественность Северной Осетии продолжает активно наблюдать за судебным процессом. Люди уверены, что и следствие, и, собственно, суд настроены по отношению к Сланову и Албегову предвзято. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, которые, по мнению защиты, не подкреплены железными доказательствами. Какой офицер без солдата офицер может быть? Почему всегда виноваты солдаты, а офицеров не рассматривают как виновных? И тем более такие офицеры, которые пишут заявление на то, что их солдаты побили, это какой офицер должен быть? Какие офицеры в российской армии должны быть? Такие слабаки на самом деле, не мужчины, которые пишут вот так заявление на солдатов своих. Дело и правда запутанное. Защита утверждает, что свидетели и пострадавшие меняли свои показания и не раз. Сплошные противоречия. Во время прений защита выделила несколько из них. Первое, почему у Зайнуддинова после 6 сильных ударов осталось несколько ссадин. Якобы именно Албегов в нетрезвом виде их нанес. На этот вопрос пострадавший отвечает: особенность организма. Второе, почему Катрич дают разные показания, на что он после заявил адвокатам защиты. Оказывают давление. Катрич впоследствии пропадает. Это при том, что основной свидетель обвинения собирался посещать судебные процессы. Свидетель обвинения, который сыграл на руку стороне защиты. Еще один свидетель Патык. Аналогично. Показания опять-таки разные. Защита не без сарказма отмечает: свидетели подготовили плохо. Третье. Почему Зайнуддинов написал заявление из-за одного синяка? Ответ такой: по распоряжению командира батальона. И таких несостыковок хоть отбавляй. По сегодняшнему дню я полностью доволен, могу аргументировать в связи с чем. Во-первых, все точки зрения были высказаны полностью. Я надеюсь, что суд услышит и возьмет во внимание все аргументы и доводы защиты, так как, на мой взгляд, все было крайне убедительно. По мнению защиты, решение предопределено. На прениях они призвали судью пересмотреть дело. Иначе получается, что офицеры просто решили устрашить контрактников. Зелим Албегов признался в зале суда о том, что следователь просил поменять адвоката. Это реально было. Я зашел к следователю в кабинет. Мы сидели, он спрашивал по обстоятельствам дела что-то. И уже тогда нам постановление о возбуждении выдали. Я уже тогда увидел, что 6 ударов, оказывается, я нанес офицеру. И на нем царапины 5 миллиметров в области чего-то там щеки. И то они, по его словам, сделаны Слановым. После отказа последовали давление и препятствия ходатайствам. Такое поведение, по мнению адвокатов, уже говорит о многом. Обвинение непреклонно. Одному из подсудимых грозит 2 года условно, а второму 3, тоже условно. Вопросов действительно осталось много. Прения сторон закончились, а уже завтра в 4 часа дня судья огласит окончательный вердикт. Карина Гигалаева, Заур Кудзаев. Новости Осетии.